Мы находимся на пересечении Курашова и Короленко. Здесь за участок работы отвечала ООО СТК «АЛАЗ». И вот за мной улица Курашова проходит. Здесь были проведены работы по укладке асфальта и благоустройству пешеходной части. Обратим внимание, что вот здесь плитка была положена, получается, в прошлом году. И мы видим, что она перезимовала не очень успешно. Здесь куча выемок, выбоин, всяких повреждений. Говорит о том, что здесь усиленно убирали наледи и снег. Ну, получается, очень неприглядная картина, потому что, судя по ней, мы не бережем то, что делаем, то, что имеем, вообще неуважительно к этому относимся. То есть почему надо было вот таким образом здесь убирать снег, что в итоге вся плитка здесь вот на этом участке, она реально в выбоинах, в повреждениях. Ну, это точно скажется в дальнейшем на состоянии этой плитки. Ее нужно менять, по идее, уже, потому что она уже тут местами трещинами пошла. Кроме этого, что обращает на себя внимание? Вот у нас, как обычно делают, нам объявили, что у нас будет проект МКАД «Безопасные, качественные автомобильные дороги». Ну, то есть упор как бы на автомобильные дороги, вот в чем хитрость. Как бы. Параллельно говорят, что вот, ну, обустраивается пешеходная часть, мы должны здесь увидеть комфортную, благоустроенную территорию. Но что мы видим? Дорога вроде бы сделана, претензий нет. Здесь вот сделали нам пешеходную зону. И как бы вопрос возникает, а вот это вот все, вот эти щебень, вот эти какие-то обломки старого бордюра, там вот эти всякие какие-то камни, деревяшки, это когда будет убрано? То есть, если мы говорим о благоустройстве города, да, то получается, нам проект показывает красивый, там вот дорожка такая ровная, там пешеходные дорожки, все такие аккуратные эти клумбы. Здесь мы не видим аккуратности. Да, как бы формально, если подойти к соблюдению проекта, дорога есть, пешеходная часть, ее здесь не было, она есть, но с эстетической точки зрения и здравомыслящей, как бы, ну, мы не видим здесь комфорта. И у меня лично, как у горожанина, там возникает вопрос, а почему нельзя было как-то вести какую-то работу одновременно, чтобы здесь привести все в порядок, там это все лишнее мусор строительный убрать, засыпать это все почвой, засеять там, не знаю, какую-то траву или дать, чтобы она сама выросла. Но в итоге, чтобы видно было, что в итоге здесь будет газон. Красивая такая территория, как бы вот тут и дорожка такая пешеходная, по бокам там травка такая красивая. А что мы видим? Вот уложили криво плитку, а ее уже и покоцали тут, подолбили, уборка снега наледи. А по бокам вот эти остатки строительных работ. И я вот подозреваю, что все это будет на протяжении многих лет вот здесь болтаться. И будет приниматься отдельная какая-то программа, якобы по благоустройству, которая опять все здесь перелопатят, опять заново какую-то плитку положат, а строительный мусор также будет оставаться регулярно. Но в итоге этого благоустройства не получать. А деньги будут тратиться при этом. Она просто, видишь, криво уложена. Потому что ты по Москве, если обращал внимание, там совсем по-другому плитка лежит. Ну да. Как бы, и во-вторых, я тебе говорю, что я вот смотрел фирмы, вот эти рекламы фирм, которые кладут плитку, они там какую-то конкретно всякие этапы технологий, там, утрамбовывание почвы сначала такой-то там слой, потом такой-то слой. Все это как равномерно там трамбуется, все это укладывается. Там. Вот то, что они там делали в начале вот, улицы, песком сыпали и шваброй вот этой, там такого не было. Здесь, на пересечении Курашова с Поярково, мы можем наблюдать следующее. Стык старой части пешеходной, где бетон залит, и здесь уже вот уложена плитка. Сельдерстрой работала, компания, и здесь была тоже бетонная плита, ну, то есть бетоном залита вся эта часть была раньше, но она была очень сильно повреждена в двух местах как минимум. Там были жесткие провалы, трещины, прямо вот эти части этого бетона, там, как эти тектонические плиты друг на друга наползали там. И здесь все заменили плиткой. Правда, потом весной люди жаловались, что все криво ее уложили, тоже она всяко разно там плавала, провалы были, ее переложили. Как мы видим, вот как бы здесь можно наблюдать, скажем, на этом коротком участке вот от этого части улицы до перекрестка непосредственно, ну вот как гарантийные обязательства исполнены подрядчикам. То есть Сельдерстрой, как бы вот ему указали, что вот вы плохо сделали, вот они переложили как бы. Но жаль, что это участок очень коротенький такой. То есть как бы хотелось бы, чтобы на большей части города у нас подрядчиков привлекали за халтурную работу, чтобы они ее исправляли. Но вот мы видим небольшой пример вот действия вот этого, скажем так, ответственности по гарантийным обязательствам, так называемым. Ну вот, может быть, это начало такое небольшое. Так,
ну мы находимся опять же на Курашова, уже вот рядом с пересечением с улицей Пояркова. Здесь тоже наблюдается, опять же, вот вроде бы сделали нам пешеходную часть, вложили плитку, да, все помнят, что здесь было как бы тоже не очень. Но, опять же, вопрос, вот за пределами пешеходной части, вот мы видим песок, какие-то там мусор, прочее. Дальше будет еще больше признаков строительного мусора. То есть, опять же, вопрос, вот за благоустройство вот этой части, какая часть программы отвечает? Вообще, почему работы исполняются как-то, ну, половинчато? То есть, вроде бы нам сделали, благоустроили там пешеходную часть, но примыкающая вот эта территория, газон, да, она какая-то осталась, ну, в первозданном состоянии, грубо говоря. Здесь еще более-менее пока аккуратно выглядит, но мы дальше пройдем, мы увидим там все больше и больше остатков строительного мусора. И опять же у меня вопрос, вот почему параллельно нельзя как-то, ну, вот вокруг вот эти газонные части, вот эти там клумбы как-то приводить в порядок, чтобы мы получили готовую, красивую там улицу после завершения работ. То есть у нас все время как-то кусочками все делается. То есть, вот, а я причем подозреваю, что то, что за пределами вот этой плитки, оно как бы уже к проекту не относится. И это надо нам отдельные какие-то программы по озеленению, там, не знаю, по уборке строительного мусора, опять какие-то искать, там, федеральные гранты на них, не знаю, что. Потому что, ну, обычно вот как у нас делают, и все, что вокруг, оно вот так и остается годами. Вот я лично наблюдал это неоднократно. Вот мы были здесь месяц назад. И работали. Ну, месяц назад здесь, да, снимали. Здесь показывали, что была халтурно исполнена работа. Вот переложили. И все-таки переложили. То есть, опять же, мы видим признак того, что у нас городская власть хоть как-то пытается там подрядчиков заставить исполнять обязательства в полном объеме. Как бы. Но здесь еще момент такой, что ответственная подрядная организация СТК «Алас», с ними расторгли договор, поскольку они вообще не справлялись ни с чем. Там, у них техники не было, прочее. Как бы. И в итоге городская власть заявила, что будет делать это за наш счет. То есть за счет бюджета, который мы все скидываемся по налогам, прочее. Вот эти работы претензионные будут исполнены за счет нас, горожан, как бы. Но потом эти деньги якобы будут отсуживать у недобросовестного подрядчика СТК «Алас». Но мы же знаем, что у нас все эти истории судебные надолго затягиваются, во-первых. Во-вторых, то, что они внесли ООО СТК «Алас» в список недобросовестных организаций, они уже там не имеют права участвовать в конкурсах, это, конечно, хорошо. Но ничего не мешает учредителям этой организации открыть новую какую-нибудь ООшку и с ней войти в конкурс и участвовать спокойно. Как бы. А ту организацию они вполне могут законным там, или каким-то еще путем обанкротить, и с нее взятки гладкие будут. И получается вопрос, вернут ли деньги горожан городские власти или не вернут с этого недобросовестного подрядчика. Вот опять вот здесь можно наблюдать, вот смотрите, вот строительный мусор остался. Вот здесь вот эти все канавы какие-то образовались. Здесь вроде бы сделали какую-то клумбу, но мы можем, если приглядеться, увидеть здесь фрагменты вот щебня, бетона, там, ну, каких-то вот камней. То есть, ну, мне сомнительно, что здесь что-то будет такое, ну, расти благородное, скажем так, потому что, ну, здесь все просто землей, строительный мусор, на мой взгляд, просто засыпали землей и как бы считают, что да, ну, тут что-то может расти. Ну, я не думаю, что здесь какое-то хорошее дерево приживется. Здесь разве что какие-то сорняки будут расти, трава и сорняки. Вот наглядный пример. Вот здесь вот эта часть, она оставлена, вот, скажем так, в том виде, в какой она, собственно, превратилась в ходе работ строительных. Ну, можно ли назвать вообще вот это комфортной средой? Вот ты идешь вот по пылью, песком, вот этой плитку посыпанная, никто ее не подметал. Сбоку вот эти кучи, ветром все с них сдувает, опять же, тебе в лицо все это попадает, в глаза. Да, конечно, можно по сравнению с прежним, что здесь было, говорить, что есть прогресс. Но все время вот у нас что-то не доделывается. И в итоге нету ощущения, что в городе стало лучше. Вот здесь мы видим, что тут явно еще и прошлогодний, даже не прошлогодний, а вообще вот много десятилетий назад положенный асфальт здесь остался. Все это перемешано с крупным щебнем, прочее, как бы, и вот, ну, чтобы подготовить этот кусочек, вот этот островок, как бы, под газон, тут явно надо тоже серьезную работу провести. Отбойные молотки, там, нужен самосвал, нужен какой-то там
не знаю, бобкет какой-то с ковшом, чтобы все это собрать, загрузить и увезти. Затем здесь кто-то должен как бы почву откуда-то достать, что-то здесь посадить. Вот сколько это времени займет? Вообще предусмотрено ли это в рамках программы вот этой ПКАТ, вот эти работы? Вот это вот все, вот, например, вот здесь вот идет лоток. Вот этот участок между тротуарной плиткой и лотком, вот здесь что будет? Вот здесь будет явно копиться мусор. Да. Здесь явно будет копиться снег, вода, жижа, прочее, как бы все это будет неэстетично выглядеть. Ну, видимо, скажем, это переходящий Почему нельзя было сделать вот полностью вот до лотка полностью проложить плитку? А в этом году это делают уже за наши деньги. Вот такой вот кусок земли, и он не благоустроен никак. То есть у меня ощущение, что как бы недоделанности. А опять же, обратим внимание, вот песок везде, вот все везде, вот пока идешь вот по всей этой улице, по этой тротуарной, она вся в песке. Вот опять же, хочется задать вопрос, почему здесь пешеходная часть возле нашего республиканского суда сделана такой узкой. Вот эти вот россыпи щебня вот отсюда до сюда, вот по всей вот вдоль вот этой Курашова, они когда исчезнут? Их когда отсюда вывезут? Ну, песок, вот я не знаю, это уже неизбежность нашего города, песок, это он везде. Но щебень-то это же ценный, как бы ценное сырье же. Может быть, его надо собрать, там, вывезти куда-нибудь, где надо отсыпать какие-то там участки проблемные. Опять, почему вот этот ценный материал вот валяется вот здесь вот так вот? Да, хотелось бы, скажем так, чтобы специалисты от наших строительных управлений разных, дорожных, скажем так, прокомментировали бы, где у нас что, в каком объеме сделано и в каком объеме что осталось доделать и в какие сроки это все будет сделано. Потому что вот эти все россыпи, очень не хочется, чтобы они у нас стали украшением как бы, и ландшафтным, скажем так, решением нашего города. Это же недобросовестная работа, скажем так. Вы за нее заплатили? Да, мы за нее заплатили, между прочим, и немало. И будем еще доплачивать, потому что тот подрядчик, который вот эту работу халтурно испортил, то есть исполнил ее, он уже все, с ним не будет работать дальше. А с него якобы будут высуживать эти деньги, которые сейчас мэрия тратит, чтобы все это исправить. Как бы. Но вопрос, это же большой вопрос, сможет ли она отсудить эти деньги. Поэтому мы платим дважды, а эффект какой? Мы ходим и вот этим песком дышим.